біздің Назарбаев орталығында, Елбасы кітапханасында ашылып жатқан өте мағыналы көрмеге келгендеріңізге бүкіл ұжымның атынан рахмет. Для блокады Ленинграда, для ее прорыва Казахстан сделал свой, так сказать, внес огромный вклад боевой, потому что 2 дивизии, знаете, да, на Ленинградском фронте сражалась, это первое. А второе, очень много после блокады сюда приехало ленинградцев. И вот эта историческая память, она настолько глубока, что вот эта выставка здесь абсолютно уместна. И мне еще очень важно, что это в канун Дня Победы, что это в знаковом месте, посвященном, в котором, в общем, господин президент Назарбаев много сделал для того, чтобы мы помнили нашей общей истории. Она, вот выставка здесь находится. И кардиоцентр, который занимается сердцем человека, вот, а мы душой человека. Все, вот видите, объединилось в этом проекте. А здесь мы рассказываем о том, что мы сохранили в нашей коллекции, о тех временах, о тех вот скупые афиши, видите, на плохой бумаге, городского блокадного театра, первые концерты исполнения в блокадном городе нашей 7-й симфонии Шостаковича. Это рисунки, зарисовки молодой художницы, тогда девочки, студентки Академии художеств Елены Мартилы. Борис Ханенко, которому было в то время 14 лет. А тоже в 14 лет он зарисовывал, вот там эти работы, зарисовывал то, что он видел из окна. И вот спустя 75 лет встретилась блокадная виолончель, рояль, который приехал из блокадного города, пережил блокаду. Понимаете, не сожгли люди, несмотря на то, что замерзали. И виолончель, которая была сделана во время блокады, по существу, вот они встретились в концерте, а здесь встретились 2 художника, чья юность прошла в таких суровых, страшных условиях. Борис Хоменко и Лена Мартила. Ну, в первую очередь, я бы хотел сказать, что для меня лично и для нашего центра большая честь быть как бы причастным к организации выставки в музее первого президента. И именно выставки, которая называется «Блокадная виолончель», это в канун Великого Дня Победы и в год 75-летия освобождения, снятия блокады Ленинграда. Первое, у нас в клинике есть рояль, которому более 100 лет, и который тоже пережил блокаду Ленинграда. То есть в период блокады Ленинграда он находился еще в царской России, который приехал сюда со своей семьей в Казахстан лечить людей, и он был куплен для своей дочери. Дочь была еще маленькая тогда, и он ее отправил учиться в Вену по классу фортепиано. А потом после революции она вернулась в Россию сначала, потом сюда, в Казахстан, и преподавала в школе-интернате для детей-сирот музыкально одаренных. Это было в Алма-Ате. И там она потом, когда уже со временем, она его передала своей ученице талантливой. А та, в свою очередь, своей дочери. А эта дочь является пианисткой. Вот сейчас это семья Сарлыбаевых, вот, которые передали нам. Надо сказать, что это будет символично, если рояль, который купил когда-то врач, для того, чтобы приносить радость людям, как музыку, вот, и что этот рояль будет стоять у нас и будет помогать нашим пациентам, родственникам и всех, кто приходит в наш центр.